утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре вторник, 6 апреля. По народному поверью, тепло в этот день предвещает скорое наступление лета. Однако, чем выше столбик термометра, тем активнее тает снег на дорогах и всплывает мусор, скопившийся за зиму. Как его эффективно убрать, обсудили на еженедельной планерке в столичной администрации. Ежедневно на чистку улиц и ворошение снега в городе выходит 70 единиц техники и более 1000 рабочих управляющих компаний. С муниципальных территорий каждый день вывозят около 400 тонн снега. Глава администрации города Алексей Ладыков особо подчеркнул, чтобы очистить Чебоксары от мусора, обслуживающим организациям следует объединить усилия, а не делить территорию на свою и чужую, как это часто бывает. По мнению сити-менеджера, если работник увидел мусор на дороге, он должен его убрать, вне зависимости от того, входит эта улица или придомовая территория в зону его ответственности или нет. Появившийся мусор никто к нам не привозил, образовали его мы, горожане, и мы вместе должны его своевременно убирать. Поэтому наблюдать и наблюдательную позицию здесь занимать не стоит, всем нужно включаться в процесс, независимо от рангов и должностей. Между тем, Чувашия показала рост качества городской среды по итогам 2020 года. Наша республика набрала 192 балла и вошла в число 23 регионов страны, чей показатель развития городов выше среднего значения. Всего оценивалось 9 городов республики. Максимальный балл набрали Чебоксары – 217. Это лучший результат в рейтинге среди Приволжского федерального округа. Повысить оценку городского развития признана специальная рейтинговая платформа za.городсреда.ру. Здесь каждый желающий может отдать голос за благоустройство той или иной общественной территории в своем населенном пункте. Напомню, голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Привить молодежи чувство гордости и уважения к исторической памяти призван социально-культурный проект. В эфире «Наследники Победы». Суть его в том, что школьники онлайн выполняют задания на патриотическую тему, которую организаторы размещают в соцсетях. К примеру, фотографируются в антураже военных лет, а потом в графическом редакторе старят снимки. По мнению авторов проекта, таким образом участники погружаются в события того времени. Конкурс капитанов стал одним из самых ответственных этапов состязания. Он прошел очно. Эй, здрасте! Мы рады вам всем! Мы сегодня отжигаем комсомола-пати! Творческая визитка, пантомима, обыгрывание ситуации. Эти задания лидеры команд выполняли легко, с азартом. В день очных соревнований проявили себя и болельщики. Подготовленные кричалки и плакаты оценили не только те, кто на сцене, но и жюри. Итоги патриотического конкурса подведут на гала-концерте 5 мая. Тогда же презентуют и видеожурнал в эфире «Наследники Победы», в основе которого творческие работы участников проекта. Сегодня Международный день спорта на благо развития и мира. Жители разных стран, занимаясь физической активностью, именно сегодня не просто говорят, а показывают всей планете, насколько важно двигаться. Снимайте ролики о здоровом образе жизни и выкладывайте их в соцсетях. Пусть как можно больше людей узнают, что без спорта никуда. О развитии событий расскажем в наших следующих выпусках «Вести Чувашия». Желаю вам продуктивного дня. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».